Далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах. Двое браконьеров вырубили леса на 500 000 рублей в Сунтарском районе. Строительство мусорного полигона обсудили в Алекминске. А на Ленских столбах ведут подсчет зверей. Более 70 проектов в Якутии прошли на федеральный этап программы по развитию сел. В Ленске состоялось совещание в видеоформате с членами правительства региона. В 2020 году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» Якутия получила из федерального бюджета более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Еще 114 миллионов софинансирования из регионального бюджета. На эти средства в селах и поселках было построено частных домов на сумму 69 миллионов, муниципального жилья на 32, дорог на 116 миллионов рублей. Благоустроено 110 общественных территорий, более 200 семей получили сельскую ипотеку на сумму 400 миллионов рублей. В этом году более 1200 семей Якутии получили материнский капитал. Из них 60% намерены использовать семейный сертификат на улучшение жилищных условий. Отметим, что на днях правительство России упростило правила направления средств маткапитала именно на эти цели. Изменения коснутся тех семей, которые намерены потратить сумму сертификата на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь не нужно предоставлять в пенсионный фонд сведения из акта выполненных работ, а достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности. Напомним, с 15 апреля прошлого года маткапитал выдается проактивно, то есть беззаявительно, на основании сведений из Единого госреестра ЗАГСа. Пенсионный фонд проверяет право на получение сертификата и назначает электронный сертификат. То есть получение сертификата заявитель получает сертификат без посещения территориального органа пенсионного фонда. Электронный сертификат направляется в личный кабинет на сайте пенсионного фонда или на портале государственных услуг. При этом гражданин должен быть зарегистрирован на портале государственных услуг. Двое мужчин незаконно вырубили лес на 500 000 рублей в Сунтарском районе Якутии. Как сообщили в прокуратуре региона, один из них, не имея разрешительных документов, в октябре 2018-2019 годов предложил жителю села Куакуну заготовить дрова. При этом он сообщил, что у него имеются необходимые документы, на что последний согласился. Так, мужчина в октябре 2018-го вырубил 345 лиственниц, а в 2019-м 245 штук. Стволы деревьев он распилил на поленья и сложил на месте незаконной рубки. Затем это обнаружили работники лесничества. В отношении зачинщика возбудили уголовное дело. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. В рамках трехмесячной санитарной очистки в 17-м квартале столицы убирают мерзлые бытовые отходы. Субботник начали на улице Пионерской и Жарницкого. Здесь с помощью специализированной техники вывозят ТКО и греют выгребные ямы, чтобы жители домов могли бы сливать жидкие бытовые отходы. По словам руководителя службы эксплуатации городского хозяйства, то, что мы видим сейчас, образовалось из-за ненадлежащей работы управляющих компаний. То есть коммунальщики несвоевременно вывозили мерзлые отходы. К нам еще должны дополнительно сейчас еще присоединиться региональный оператор. Также на сегодняшний день в данной акции участвуют у нас 2 подведомственных предприятия. Это акционерное общество теплоэнергии и акционерное общество Якутдожстрой. Данная акция у нас сейчас запланирована на 2 дня. По итогам ее в дальнейшем будем принимать решение по поводу ее продления. Ну и, соответственно, какие необходимые дальнейшие действия, чтобы мы могли надлежащим образом научиться эксплуатировать, соответственно, данные выгребные ямы. Субботники проведут еще по 6 адресам 17-го квартала Якутска. Будут работать 2 самосвала с погрузчиком и 6 дворников управляющей компании. Напомним, в Якутске с 8 февраля по 1 июня объявили ежегодный санитарный трехмесячник. Перед нами стоит задача вообще в целом, с учетом того, что сейчас строится новый полигон твердых коммунальных отходов, и на который не планируется прием мерзлых бытовых отходов. Соответственно, перед нами стоит задача уйти от данного вида отхода как такового. Эта работа очень тяжелая, и нам с данными сегодняшними действиями, по сути дела, необходимо научиться понять, что это такое и как это сделать. По сути дела, понимание есть, теперь переходим от теории к практике.
Между тем, строительство мусорного полигона обсудили в Алекминске. Что лучше, централизовать полигон или создать по прежнему принципу точечные места при каждом наслеге? Ответы на этот и другие вопросы искала Елена Фаст. На сегодня один из острых вопросов – места накопления мусора. Ранее существовавшие свалки скоро приобретут статус незаконных. Коснется это и сельских населенных пунктов. Для обсуждения вопроса были приглашены главы близлежащих наслегов. Предложение организовать единое место под полигон. Пока главы в корне не согласны организовать единый полигон на территории своего наслега. Первое впечатление, что мы не согласны на своей территории, чтобы расположили полигон ТКО. Ну, почему это? Потому что все-таки это мусор и так далее. Сейчас нам говорят по проекту, что там будет все сжигаться, все будет. А по факту мы можем увидеть совсем другую картину. Что это беспорядочное складирование мусора, сжигание туда-сюда. Это, ну, как бы... Я на своей территории, например, да, вот у нас 3 несанкционированные свалки было, да, вот 2 из них мы ликвидировали, одна несанкционированная, а у нас эта действующая свалка есть. Одну оставили, 2 ликвидировали. И сейчас только как бы вот закончив, да, вот, ну, в этом направлении проведя работу, и сейчас нам предлагают расположить. Ну, я просто даже уверен, что у меня население будет против. Я, в принципе, пока не знаю объемов вот этих самого проекта, этого полигона, и поэтому предложить, ну, на своей территории, ну, какому он будет состоянии стоять, предложения такого прямого нету. И, во-вторых, я как бы мнение людей говорю, а все будет зависеть не от меня, а от мнения депутатов и своего населения. И лично я не могу, например, предложить вот эту территорию. Варианты есть. Проблема в выборе самого места. Согласно требований, есть ряд условий, которые должны быть соблюдены. Это, во-первых, санитарно-защитные зоны наших источников водоснабжения. Это у нас как реки, озера. И также следующее – это зоны затопления не должно затрагивать. Поэтому мы не должны рассматривать территории пойменной части. Мы должны уже рассматривать первую террасу над пойменную. В данном случае предложение было озвучено, и есть время назвать свои варианты и видение решения проблемы. Пока речь идет о близлежащих наслегах. В целом же эта проблема затрагивает всех. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Проект Северо-Восточного федерального университета получил поддержку во Франции на 3 миллиона 750 тысяч рублей. Так, исследователи юридического факультета представили проект «Государственное регулирование недропользования и охрана окружающей среды во Франции и в арктической зоне Российской Федерации». Он рассчитан на 3 года. Исследование связано с правовым регулированием рационального природопользования, охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности в Арктике. Численность зверей подсчитают на ленских столбах в Якутии. Инспекторы и местные жители по следам определят виды и численность копытных и хищных. Учет продлится до 30 марта. В этот период запрещается отстрел животных. Учетчикам нельзя брать с собой собаку, пользоваться автомототранспортом и наезженными дорогами. По итогам обследования в 3 местах численность изюбревых в парке увеличилась. Следы волка были зафиксированы на берегу и реке, а соболи и белки, как и в предыдущие годы. В день учета лиса не появлялась. Проект «Канистерапия» в Якутске успешно реализуется и уже дает свои первые положительные результаты. Дети, которые углубленно занимались, стали участвовать в республиканских и российских смотрах и конкурсах по дрессировке собак. Одним из них стал Данил Кондратьев. Отметим, что в Республиканской коррекционной школе-интернате уникальные уроки внедрили в 2016 году. Пациентами канистерапии являются слабослышащие, слабовидящие и слепые дети. Диагнозы у нас это слабослышащие, слабовидящие, тотально слепые дети также есть. И по физиологии тоже различные заболевания. Результаты я могу сказать то, что по своему опыту появляется не сразу. Это со временем уже мы видим, как детишки становятся более самостоятельные, и у них проявляются уже свои мотивации, достигают свои успехи. В Лос-Анджелесе завершился международный турнир по масс-рестлингу. На пьедестал почета вышли 15 победителей. В
Впервые в истории американского масс-рестлинга участниками стали и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Сразу 2 атлета. О соревнованиях и спортсменах более подробно в материале Айсены Бурнашовой. Чад Мэклин из Калифорнии – настоящий американский богатырь. В турнире по масс-рестлингу он боролся в супервысоком весе свыше 105 килограммов. Бывший футболист лишился ноги после неудачного спуска на горных лыжах. Но несмотря на резкий поворот судьбы, Чад не стал ограничивать себя. Наоборот, решил браться за все новое. Так в его жизнь пришел удивительный для Америки масс-рестлинг. Я добился успеха в стронгменге и в масс-рестлинге. Я соревновался в адаптивных видах спорта, выиграл мировой турнир Арнольда. Затем я начал соревноваться не в адаптивных видах и добился успеха и там. Это мой 3-й чемпионат по масс-рестлингу, и я выиграл каждый. Протез не помешал масс-рестлеру перетянуть палку на свою сторону. В этом турнире он занял 1-е место, опередив всех соперников. Всего в этот день помост объединил масс-рестлеров из разных штатов Америки и даже Пакистана. Турнир проходил с учетом всех коронавирусных ограничений. Мужчины боролись в 3 весовых категориях до 90, до 105 и свыше 105 килограммов. Женщины в 2 до 70 и выше. Настоящий класс показали опытные масс-рестлеры. Так, 1-е место среди женщин одержала Линдси Джоан Холл из Сакрамента. В 2018 году спортсменка даже была на родине масс-рестлинга в Якутии. Там она стала серебряным призером чемпионата мира. Я оптимист. Я думаю, что это очень веселый и дружный вид спорта. Он нас реально очень сближает. Я верю, что в моем родном городе Сакраменто у масс-рестлинга будет много последователей. Это моя цель. Якутск, всем привет! Из Калифорнии. Америка вступила в Международную федерацию масс-рестлинга 8 лет назад. С каждым годом за океаном увеличивается число последователей этого вида спорта. Турнир в Лос-Анджелесе открыл международную карту соревнований, отмечают федерации. Всего же в 2021 году планируется проведение 27 спортивных мероприятий международного уровня. Мы хотели поддержать всех атлетов мира тем, что мы стартуем этот год, как обычно, традиционно в марте. Это у нас ежегодно так проходит, поэтому мы решили именно провести в марте, именно в те даты, когда мы обычно стартуем. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Максим Кардозо, Лос-Анджелес. На этом пока все. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.